Этот джами построил мой прадед, будем говорить. Он родился в религиозной семье, соблюдал все эти обряды, и поэтому родители, не совсем были более-менее состоятельны. Они отправили его учиться в Бахчисарайский Занджарли медресе. Он поехал, там отучился, получил соответствующие знания и вернулся опять в Кучкозень. В 1835-1836 годах он поехал в Мекку. И там Ниетленди взял такое намерение, что по приезду он будет построить джами, новый джами. На своем участке он начал строить этот джами. В основном основные средства были, денежные средства были его, а на стройке участвовало почти все село. Приходили, кто что может, тем и помогал. Она функционировала до 1930 года где-то. Потом вот снесли там этот минарет, потом посадили отправили на Урал, раскулачили, отправили на Урал имама. Большевики преследовали, но все равно люди в мечеть ходили. Ходили до тех пор, пока это все не закрыли. На месте этой мечети сделали амбар. Когда мы забирали его, здесь был склад, совхоза склад был. Вот. Здесь лесоматериалы лежали, спортзалом здесь был. Вот здесь наверху на потолке кольца от колец были, кольца вот такие деревянные крюки, где кольца, на кольца же гимнасты подтягиваются, вот такие кольца там висели. Гипсокартон купили, но сделали гипсокартон. Полы, что будем делать полы? Полы поменяли. Стяжку сделали мы сами, стяжку, поменяли полы. Утеплить надо полы? Надо утеплить. Значит, купили полистирол, утеплили полы. Просто вот эти колонны стоят, которые мы их просто украсили. Каким образом? Обшили этим ОСБ. А внешне было штукатуренное здание. Ну, штукатурка, значит, столько лет она уже при Советском Союзе была штукатуренная. Там отваливалась, со стороны дороги много отваливалось. Штукатурка плохо держала. Решили, значит, открыть и дать ему каменный вид. И мы дали ему его свое настоящее лицо, будем говорить.
Вот михраб остался, который мы реставрировали, да. Он остался, мы его реставрировали, дали ему прежний вид. На нем существовали такие же оттенки красок. Когда мы пригласили сюда реставраторов, ну, они увидели. Мы сказали, сохранить, пожалуйста, в таком виде. Как его пробудить, этот народ, я не знаю. До этого говорили, что в такую мечеть ходить, она разрушается, не приходили. А когда сейчас построили мечеть, они теперь не знаю, какую причину находят.